Да, привет. привет. Слава Украине. Героям слава. О, не ожидал, что Бывает. нападу на тебя. Всегда смотрю тебя. Прямой эфир сейчас. Я так и понял. Я поэтому и включил, чтобы попасть к тебе или куда кому-нибудь там на прямой эфир. Ну, попал. Да-да. Как у вас там? Ничего, боремся. Давите москаляку? Потихоньку, конечно. Ну, слава богу. Как вы там в Германии загниваете? Потихонечку загниваем. Я понял. Это хорошо. Понятненько. Передавай приветы. Или есть вопросы, может, ко мне? Я вот общался тут вчера, по-моему, зашел на чат-рулетку и поговорил с одним украинцем с Днепра. Я записал, кстати, разговор. За Советский Союз топит конкретно. Я ему говорю, слушай, говорю, ты понимаешь, что ты классический коллаборант и предатель? Нет, я не предатель, туда-сюда, но я за Советский Союз. Я говорю, вот смотри, у нас, знаешь, как было, когда у нас тоже некоторые чеченцы топили за, против Дудаева. Они как бы не говорили прямо сейчас, как против Порошенко у вас. Они не говорили, что они против независимой Чечни, что они за Россию. Они боятся, потому что может прилететь, я понимаю. Но не то, чтобы даже прилететь. У нас, как и у вас, свобода слова была еще до Первой войны. Я имею в виду, что в Германии много ичкерийцев настоящих, поэтому могло бы прилететь. Не, я вам говорю за то, что было в 93-м, до войны, до Первой войны в Чечне. До войны. Ага. Да. И, мы их выслушивали, они там Дудаева оскорбляли, унижали, там, как могли, что он там агент Кремля, там, и так и далее. Все эти люди, между прочим, на Дудаева агент Кремля, это смешно. Да. Генерал советской армии, специально на путки прислали его там и так далее. Причем Дудаев погиб, а эти люди до сих пор живы и ничего, короче. Так вот, мы их выслушивали, мы им свобода, закон есть закон. Мы не можем из-за точки зрения человека, допустим, убивать, ломать. Но когда изменилась ситуация, она сейчас изменилась ситуация, за то, что ты высказываешь свою точку зрения, за то, что ты против оккупационной власти, против коллаборантов, тебя убивают. Убивают не только тебя, убивают твоих родственников, могут... Ты говоришь, убить. На территории Чечни сейчас. Да, на территории оккупированной части. Я ему это объясняю, я говорю, смотри, ты сейчас живешь в Украине, у тебя все нормально, ты мне это смело заявляешь, я говорю, я тебя записываю, ты мне это говоришь, ты не боишься, потому что у вас там свобода слова. Когда изменится ситуация, и я приеду, или другой украинец будет говорить, что нашу страну оккупировали, если оккупируют, то вы его будете ломать, пытать, бить током, убивать его родственников. Смотри, как, говорю, ты хочешь Советский Союз, чтобы издеваться над людьми. Я хотел сказать, много ли у вас вот таких ватников? И если есть, то вам как-то с ними надо, не то чтобы нарушать закон ни в коем случае нельзя, но в рамках закона вы должны как-то этих людей принимать законы, как, например, здесь в Германии запрещено отрицать Холокост. Отрицать там, говорить про Советский Союз, допустим. В рамках закона что-то надо делать. Я услышал. Вот что. Так, много ли у вас таких ватников? Ватников у нас достаточное количество, к сожалению. Но они сейчас молчат. Как правило, молчат, потому что боятся. И пускай дальше молчат и боятся. Но законы нужны. Да, я согласен, законы нужны. Для того, чтобы были похожие законы и другие. Для этого надо выбрать адекватную власть. Националистов я бы хотел видеть при власти, которые могут все поставить из головы на ноги. То есть у нас сейчас запрещена коммунистическая партия, символика. Это уже неплохо. То есть одну беду как бы побороли, было большинство в парламенте, как бы проголосовали, все хорошо. Коммунистов пережили. Я считаю, что нужны законы, которые бы
было поделено общество на граждан и не граждан Украины. То есть граждане Украины со всеми правами, избираемые, могут избираться, избирать и все такое прочее. И жители Украины, как в Латвии, например. Те, которые были коллаборанты, те, которые будут суды их, там, амнистии, но они не смогут прийти в власть, не смогут участвовать в выборах. Такие законы нужны. Да. То есть те люди, которые сейчас на оккупированных территориях, которые мы освободим, там очень много таких, в том числе и в Крыму, нужна иллюстрация на предмет лояльности к власти, к Украине. Не засвечены они, если они на миротворцы, будут оглашены списки тех, которые садили на подвалы, которые стучали, которые делали плохие вещи против Украины. И этот институт должен быть введен. Эта власть этот институт не введет. И у них было 5 лет, ничего не сделали. Ну и как бы нужна следующая адекватная власть, которая не будет воспринимать Украину как площадку для зарабатывания денег, а их семьи будут за границей жить и процветать, и тратить эти деньги, которые вывезены с Украины через офшоры. А будет власть та, которая живет здесь, работает и дает работать и жить здесь другим, как у вас в Германии. Нужен такой институт, чтобы был введен. Угу. Отлично, это необходимо делать, потому что мы на своем горьком опыте можем вам сказать, что эти люди перешли на сторону врага и лютовали сильнее, чем враг. Предатель хуже врага, как говорится, да, и они... Но надо их, есть люди, которые не перешли, и которые остались украинцами, такие люди тоже есть и в Крыму, и на оккупированных частях. Нет, это да. Я имею в виду вообще, когда, если произойдет, не дай бог, оккупация, то тогда это как пятая колонна внутри страны, которая нанесет я понимаю. урон. Дело в том, что не дорабатывает нашу СБУ. Они должны были бы работать жестче и на упреждение. Если есть информация у человека, вот ты разговаривал, вот это видео где-то увидели, сразу надо, чтобы там были представители наших специальных органов, которые пообщались бы с такими украинцами, которые рассказывают о том, что они рассказывают. Пускай они дадут объяснение, пускай работают суды. У нас-то и судов нормальных нет. У нас же за убитых майдановцев никого не посадили практически. Все сбежали в Россию. Не все сбежали, многие остались, потому что поснимали уголовные дела по-разному. Наша власть неадекватна в этом отношении. Ну, о чем говорить, если все Ахметовы, если у нас все олигархи нормально себя чувствуют, фирма Януковича продолжает работать, приносить прибыли через офшоры, опять работает, и опять все идет, а за эти деньги покупается тоже оружие, которое воюет против нас. То есть ничего не поменялось практически в этом отношении. Нету власти, которая бы реально была проукраинская. Это печально, но это так. Мы проходим этап восстановления. Но этот этап я не хотел бы, чтобы он затянулся. Люди устали ждать и не расчаровываются. Потому что пришли на волне Майдана, обещали горы золотые, и ничего не сделано. Таких людей надо менять. Но не на Юлик менять там, или не знаю, на Зеленских, а менять на украинцев, на националистов, которые реально воевали, которые имеют честь и совесть, и которые готовы работать во имя Украины. И я среди них. Я готов работать в этом отношении. Какие есть вот фамилии? Можете назвать одного, двоих, вот реально, кто воевал, кто вот из патриотов, таких людей? Например, у вас есть... Вот 1 числа, если ничего не поменяется, буду брать интервью в Руслана Кушулинского. Вот так он выглядит. Он был заместителем главы Верховного Совета, Верховной Рады. Он был на Майдане, лично на Майдане. Он свободовец, как и я, националист. Он был на Майдане, после этого пошел добровольцем в 4-ю волну мобилизации на фронт, как и я. Добровольно пошел туда же. Таких он людей... баллотируется? Да, он баллотируется это, как бы сказать, кандидатура от националистов, от разных националистов. Сюда вошли Конгресс украинских националистов, С4, С14, С14, как называют, ОУН, Правый сектор и Свобода. Я надеюсь, что другие тоже подключатся к этому процессу.
Это ответственный человек, и я хотел бы таких видеть при власти во всех звеньях власти. Не только это надо, чтобы мощно зашли в Верховный Совет националисты, чтобы на местах главы администраций, значит, мэры городов, на разных уровнях власти работали националисты. И мы тогда увидим разницу, как было и как может быть, и как есть. Я бы хотел это увидеть. Это ведь другие люди. Что не обязательно все должны грести большой лопатой деньги под себя. Можно что-то делать для людей. На том месте, где тебя выбрали, или то место, которое тебе поручили возглавить. Это будет большая разница. Я хотел бы видеть таких, как Лех Качинский в Польше, как Ли Кван Ю, как люди, которые прогрессивно мыслят и готовы что-то сделать для страны, а не через офшоры нарубать себе бабла и смыться отсюда. Все верно, все верно. Знаете, еще вот пользуясь случаем, обращусь к вам, вы тоже много кого знаете, и зрителям, украинцам, которые смотрят вас. В 2004 году Европарламент принял резолюцию о геноциде чеченцев-ингушей 1944 года. И эта резолюция, она как всего лишь резолюция, и для того, чтобы она стала каким-нибудь законом, какая-либо страна должна ее утвердить. Мы с этой резолюцией... Резолюция не может быть законом. Да. Для того, чтобы она стала законом, какая-то страна должна ее утвердить. Подожди. Если я правильно понимаю, Совет Федерации, Совет ООН, они выдают резолюцию, то есть это рекомендация, скорее всего, Европарламент. Это рекомендация. Но это не может быть законом. Такие законы могут принять страны конкретно. Вот, благодаря этой резолюции можно принять внутри страны закон. Парламентом той страны, которая конкретной страны. Совершенно верно. Вот Европарламент принял эту резолюцию, и мы, в первую очередь, это старшие, которые вот занимались им, теперь и же мы этим занимаемся. Мы обращались в Раду, обращались в 15-м, по-моему, году обращались, и вопрос завис. Мы и к грузинам обратимся сейчас, 23 февраля мы сейчас документ подготовим, именно к годовщине депортации 1944 года, и хотели бы донести этот вопрос до Рады, потому что вы воюете не только на фронте, вот вы сейчас ведете информационную какую-то, войну, борьбу, там где-то в Европарламенте ваши депутаты там отстаивают ваши позиции. И также, и было бы, во-первых, это было бы для нас, бесспорно, конечно, это было бы большое достижение, плюс это показало бы вашу добрую волю, и в-третьих, для России был бы это колоссальным ударом, потому что как только одна страна хотя бы признает эту резолюцию, она вступает в силу на территории Украины, все, после этого нам уже легче в другие страны обращаться. На сегодняшний день наши бойцы там воюют. И я вам скажу, здесь у Германии, в Европе нас около 300 тысяч. Так вот, если бы ваша власть в лице Верховного Главнокомандующего официально давала на государственном уровне гарантии и сказала бы, что ни один чеченец, не только чеченец, здесь и другие есть кавказские народы. Те же и грузины. Грузины, дагестанцы здесь есть, ингуши есть. И мы никого не выдадим России, ни при каких обстоятельствах, на законодательном уровне. Приглашаем вас, сейчас вам необходимости в принципе нет, у вас сами справляетесь. Нет, у нас воюет батальон имени шейха Мансура, я к ним езжу периодически. То есть... Я видел недавно. Я имею в виду, что тысячи отсюда добровольцев к вам с удовольствием приехал, если бы на государственном уровне. Плюс, если бы, допустим, был бы принят этот закон о геноциде чеченцев, то это, ваша страна для нас стала бы, я не знаю... Я поддерживаю твою сейчас мысль, я ее поддерживаю, и она должна иметь право на жизнь в Украине. Тем более того, я этот вопрос задам Кушелинскому, у которого буду брать интервью. Я задам этот вопрос, как его мнение, как будущего президента Украины. Это интересный вопрос и правильно поставлен.
Конечно, надо признавать геноцид и крымско-татарского народа. К счастью, у нас это прошло через Верховную Раду, и других народов, которые борются. Это надо делать. Конечно. Да, я тоже общаюсь с некоторыми украинцами, общаюсь там с ребятами, с чеченцами, которые у вас там в Украине общаюсь. Ну, мы этот вопрос поднимаем, сейчас готовится документ. Какой был ответ в 2015 году? Или вообще тишина? Через кого вы передавали? Я вам сейчас скажу, у меня даже есть одну секунду. Вы через кого-то с народных депутатов передавали документ? Или через фракцию? Сейчас я вам скажу. Короче говоря, обращался Майырбек Тарамов, там у нас есть один кому? Правозащитник. Так, Верховная Рада ответила Тарамову не миря. Не миря, да, есть такое. За повагою Головного комитета, Верховный Рад Комитет питания, прав людей, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Відносин. Да. Взаимоотношений, да. И? Да. И, это было тогда еще. Так какой ответ был? Был какой-то ответ письменный? Да, письменный ответ. Здесь по-украински, за доручением Голови Верховної Ради України, Комітет Верховної Ради України з питання прав людей, національних меншинств і так далі, чеченському народу, що відбувалося у лютому 44-го року. На вашу думку, це стало превентивным механизмом для... это то, что вы писали преамбулу. А какой ответ? Вот я ответ читаю, его ответ читаю. Вот этого не мире, ответ я читаю. Понял. Комітет засуджує будь-які діяки призвели до порушення прав людини. И, я плохо читаю. Я тебя понимаю, ты читаешь. А радянські часи трагічно оминули український народ, який зазнав трагедію Голодомору 32-33 року, масово постраждав від депортації кримсько-татарського народу, вшування пам'яті жертв назначених трагічних подій має слугувати попередженнями подобних злочинів у майбутньому. Комітет звернувся до Міністерства закордонних справ України та до Інституту законодавства Верховної Ради України з проханням надати експертний висновок щодо можливості вирішення порушеного вами питання. Я так понял, они на экспертную комиссию отправили этот вопрос, я понял. Да, и на этом зависло все. Это было 19 березня 2015 року. Можно этот текст вашего обращения мне на почту переслать, и я распечатаю, передам ему этот текст 2015 года со своими координатами, как связаться, или с кем связаться, кто там возглавляет, с вашей стороны. Зайди на любой из каналов Дедусик ТВ, там есть внизу моя почта, dedusik68gmail.com. И отправь, пожалуйста, туда вот то, как вы обращались, и ответ. Я попробую распечатать, передать Руслану Кушулинскому. Фракции, к сожалению, пока что в Верховном Совете, в Верховной Раде нету, но есть 6 депутатов, которые от свободы. Я попробую передать и, Есть связь у вас? Еще раз? С БШМом связь есть у вас? С БШМом? С шейхом? Да, есть с Муслимом, да. Ага, я могу ему отдать. Можно переслать мне, потому что уже 1 числа я должен быть в Киеве. Если ничего не поменяется, буду брать интервью в нашего будущего президента. Супер. Хорошо, этот вопрос, мы все равно будем еще поднимать, и были бы вам безмерно благодарны. Поднимайте, не останавливайтесь, поднимайте. Конечно. Надо, если Немиря там тормозит, и передавайте во фракции, передайте любому из Верховного Совета со свободы. Без разницы, можно Ильенко передать, или может там другим депутатам, свободовцам. Они, я думаю, поставят этот вопрос, хотя бы его озвучат с трибуны Верховного Совета и скажут, что, ребята, хорош тянуть, люди борются, им надо помогать. Еще тоже тогда по поводу вот этой борьбы момент. Мы как государство, полностью, сейчас в настоящее время временно оккупированы, не часть, а вся территория. Но при этом международное право считает, что
для существования государства необходимы 4 условия. Это население, народ, нация, да, территория, это все у нас имеется. Правительство, оно у нас тоже имеет независимое правительство. Важный момент, почему Абхазия, ДНР, ЛНР не признаются, потому что у них нет независимого правительства. Но есть поставленное оккупационное правительство, поставленное. Да, это уже не считается государством. Как бы есть такое заблуждение, но это в основном российская пропаганда занимается этим, что государство считается только в том случае, если вас признает какое-либо государство. Но на самом деле это только лишь взятие двухсторонних обязательств друг на друга. Если государство какое-то признает другое государство, это взятие друг на друга государства на себя каких-то обязательств. Я хотел бы сказать, нас признала Грузия, турецкий Кипр, но мы не успели просто. Мы самые маленькие и самые, показательно нас надо было наказать. Как бы так хотелось. Не получилось, конечно, показательно, но хотелось так. И тоже вопрос хотелось бы поднять по поводу признания Украиной Ахмеда Закаева, нашего премьер-министра, в изгнании правительства. Это тоже было бы нам с юридической стороны очень большим подспорьем. Это очень сложный, конечно, вопрос. Но в любом случае вам, как воюющей стране, это был бы большой удар просто в сердце врага. И признание наших паспортов, как в Крыму признают там, или в ДНР, ЛНР выдают паспорта. У нас есть наши ичкерийские паспорта, наши бойцы находятся у вас, например, они воюют, но они как бы получаются гражданами России. И ваша прокуратура, как с Тимуром Тумгоевым, допустим, я понимаю. И происходит так, что Украина обязана выдать, она не обязана выдать. Нет. Это такая ошибка власти, что они просто еще не поняли, что они сделали. Потому что я воевал в Добробатах. Люди разных национальностей, в том числе из Российской Федерации. Я тебе говорю, что не все хорошо у нас с властью. И вы, главное, не останавливайтесь. Вы делаете работу. Власть у нас будет меняться обязательно. Нет, мы не остановимся в любом случае. Мы делаем одно дело, и как бы, знаете, еще поймался я на мысли как-то, мы с русскими, со славянами, скажем так. Русские не с славянами. Со славянами, скажем так, мы контачим уже лет 500. Да, Кавказ, когда вы там на Кубани была Украина, допустим, там еще как-то. И сейчас получилось такой исторический момент, когда кавказцы, лучшие кавказцы и лучшие славяне на одной стороне, и худшие кавказцы, и худшие так называемые славяне на другой стороне. Они есть даже так называемые славяне. Нет, но среди них очень много есть и с украинскими корнями людей. Есть с украинскими очень много, я понимаю, есть и остались украинцы, но в основном это манкурты, которые манкуртились, как ваша та власть, и лижет задницу москалям. Поэтому нету национальности русский. Русский — это имя прилагательное, мы все это понимаем. Если бы вы утратили свои корни, не остались ичкерийцами, вы бы тоже стали русскими. А так у вас есть честь и достоинство, вы остались ичкерийцами, чеченцами, или я не знаю, как угодно. Но у вас есть национальность, у вас есть свои корни, вы их не утратили. А все манкурты, это ассимилированные народы, часть народов Украины, да, тоже есть. Есть, которые остались украинцами. Я уверен, что в пидорашке есть и люди, которые тоже не утратили ваши корни, но они не могут говорить, их точно так же выгнали, или они должны были уехать, потому что не могут жить в такой обстановке. Но они остались свободными. Такие люди тоже есть же. Конечно. Вот этот страх, он не такой страх, вот как будто тебя там на улице там собака испугала или хулиганы. Этот страх, он всеобъемлющий, он везде. Ты уже подсознательно думаешь не только себе не навредить, ты и своим родственникам не навредить из-за того, что ты там что-то скажешь или сделаешь. И он меняет структуру общества. Это очень... Я вот наблюдаю за этим. Я 3 года назад уехал из Рашки. И я наблюдал это все, как бы, и люди, знаете,
он скажет, да, я люблю, и даже, может быть, он будет в это верить. До тех пор, пока вот эта угроза, вот этот пресс, вот этот не снимется с него. Как только снимется и начнут об этом говорить, до него, до его сознания доходит, а правда, я же находился под стрессом. Это как гипноз такого состояния. Плюс идет постоянная пропаганда. Постоянно, что вот там... В том числе и в Германии. Да, в том числе. У нас тут тоже ватников хватает. Мы тут боремся как можем. На митинги ходим, там боремся. Тут стояли... Я в Гамбурге нахожусь, напротив, в центре у нас здесь 3 молодых немца поставили, как палаточку такую, и собирают подписи для того, чтобы помириться Меркель и Путин. Там такая фотография, они за руку здороваются, что типа мир нужен там миру. Вы им сделаете фотографии убитых в Украине и у вас в стране. И постоянно мы там... сделали. Мы туда пришли, мы им показали, почем пуд соли, полностью расклад, они заикались, они извинялись. Я говорю, вы что, вы за террориста? Гитлер хороший? Я говорю, нет. Я говорю, это такой же Гитлер, только маленького роста там. Вам благодарны за то, что вы боретесь, что вы не сложили руки. Это хорошо. Да. Слава Украине, Ичкерии. Слава свободной Ичкерии. Спасибо за разговор. Приятно, что не только пылающие ватники здесь бывают, а адекватные люди других народов, национальностей. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. Взаимно. Удачи. Слава. Удачі. Друзі, ось бувають, звичайно, вони є адекватні люди інших народів, і дай Боже їм здоров'я, щастя і удачі. Так, загляну випадково